что аэропорт нам необходим, я в этом вообще сам, как говорится, убежден. Но есть же еще какие-то вещи, которые нас всех беспокоят. Вот вы, кроме того, что там эмоциональная сторона, что да, аэропорт нам очень нужен. Да, кто не хочет отсюда выехать, запланировано встать в Абушерах, поставить свою машину, улететь. Это, наверное, только сумасшедший не хочет этого, чтобы было. Другой вопрос, вот какая экономическая нам составляющая, вот нам вот бюджет, вот планируемое поступление, ну здесь вот, понимаете, вот статья 6, написано, вот 13 пункт, предоставлять российскому юридическому лицу, освободить от уплаты возимых таможенных пошлин, строительных материалов, я не знаю, на этапе строительства, авиационного топлива, оборудования, я не знаю, горюче-смазочных материалов, освобождение от уплаты на имущество, даже на имущество вы хотите их убрать, значит, как его уплату, я не знаю, все, я так понимаю, что только подоходный налог, хотя бы на землю налог будут платить они, да? Скажите же, пожалуйста, на 25 лет планируемая выгода именно в поступлении, финансовом поступлении, вы же, наверное, просчеты же сделали, сколько на 25 лет мы получим, как говорится, в виде значит, налога на землю и хотя бы вот это, как его, подоходный налог. Просто интересно, какие цифры. Иван Валерьевич, как вы думаете, такой объект, как аэропорт, в случае, если он был бы высоко рентабельным, он 30 лет стоял бы без действия? Все правильно говорим. Иван Валерьевич, вы мне ответьте на вопрос, я тоже хочу вам вопрос задать. У нас 30 лет нет аэропорта. Если это был высокорентабельный проект, это первое. Значит, это первое, Иван Валерьевич. Второе, я вам объяснила, что в данной ситуации речь идет... Если тогда прибыли нет, Иван Валерьевич, я отвечаю на вопрос. Много детальных вопросов, которые у нас была возможность обсудить на комитетских и на предварительных встречах. Сейчас делать финансовые расчеты, обсчитывать это все и так далее. Мы понимаем, что это не самый рентабельный проект для инвесторов, поэтому фактически он отчасти социальный. Дальше что он будет приносить? Наверное, инвестор видит перспективу и Абхазии в том числе и с точки зрения большего количества туристов на территории Абхазии. Наверное, в этом. И с этим это связано. И мы входим в это положение, да, по льготным периодам именно из-за этого. Потому что 30 лет наш аэропорт закрыт, и с ним ничего не произошло. И в очереди инвестора не стоят на этот аэропорт, к великому сожалению. Нам тоже может не нравиться что-то из условий, которые указаны в этом соглашении. Мы хотели бы, чтобы оно было идеальным, но мы должны полагаться на правительство, которое этим занимается. Если мы им совсем не доверяем, ну давайте скажем, что мы вам не доверяем. Да, об этом идем речь. Если они сегодня работают, то мы должны им довериться. Спасибо. Ваше Нукзарович, а что если мы на голосование вытащим и каждый свое мнение отразит? Вот нам зачем мы здесь должны спорить, Леонид держаться, Иванович, что делать? Мы его изучали. Леонид Иванович, пожалуйста.